Умерова под давлением ФСБ выписали из больницы и отправили в психиатрический диспансер. По решению оккупационного суда Крыма, там заместитель председателя Меджлиса должен пройти принудительную психиатрическую экспертизу, которая может длиться до 3 месяцев. В палату никого пускать не положено. Там он должен находиться один, написала на своей фейсбук-странице дочь Умерова Айше. По распоряжению следователя свидания запрещены, а телефон изъяли врачи. Также запретили иметь при себе лекарства, которые Умеров регулярно принимает в течение многих лет. Сотрудник ФСБ явился в больницу Тельме-Ага, и заведующая отделением выписала его. Без всяких проблем, по соглашению, сотрудник ФСБ сопроводил его с супругой, находящейся рядом психиатрическое заведение. Насколько нам на данный момент известно, его поместили не в 15-е отделение. Он помещен в палату 9-го отделения, где проводятся стационарные судебно-медицинские психиатрические экспертизы для лиц, не состоящих под стражей. Согласно табличке пока что, которая расположена у входа, там разрешены посещения родных, разрешена передача пищи, каких-то других предметов. Я расцениваю это то, что мы вовремя среагировали и все-таки повоздействовали на то, чтобы он находился в нормальных условиях. Ждем пока что супругу, сына и дочь, которые нам, наверное, подробности уже сообщат. Власти Крыма хотят физически устранить Умерова, считают крымско-татарские активисты. Адвокат Николай Полозов считает все происходящее незаконным, так как решение суда не вступило в силу. Ранее защита Умерова подала апелляцию на решение Киевского суда Симферополя. Перевод его сегодня в психиатрическую больницу является незаконным. Постановление суда, на основании которого его можно было поместить, еще не вступило в законную силу. Защита обжаловала данное постановление суда. Решения апелляционной инстанции не было. Поэтому мы говорим о действиях сотрудников ФСБ как о превышении должностных полномочий и самоуправстве. По данному факту мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации на имя Чайки. Мы будем обращаться к уполномоченному права человека Москальковой, а также к директору ФСБ Бортникову, для того, чтобы всесторонне провели проверку законности действий сотрудников ФСБ. И, как стало известно, адвокату Умерова Марку Фейгину запретили выезд из России. Об этом он написал в своем твиттере.